Вас беспокоит ГКМБ. На ваше имя оформлен кредит. Они знают, где вы работаете, как зовут ваших близких и как заставить вас паниковать. Статистика беспощадна. В 2023 году жертвами обмана стали 8800 человек, в 2024 – 9041, в 2025 уже 9874 кыргызстанца потеряли свои деньги. Ну вот М-банк почему вот сделал то-то, то-то, вот М-банк такой-то, сякой-то. Это нормально. Это реакция человека на что-либо. Проблема мошенничества стоит в Кыргызстане сейчас достаточно остро. Еще несколько лет назад мошенники долгое время не рассматривали Кыргызстан как потенциальную страну для поиска своих жертв. После того, как мошенники пытаются замести следы и раздробить сумму на множество мелких транзакций с тем, чтобы ее было сложнее найти. Если вы хотите получить уже 201 тысячу сомов, то вам нужно прийти ногами в офис. Куда дальше человек потратил? Это вопрос, конечно же, к нему. Люди хотят очень легкого заработка. Для нас прекрасный клиентский опыт – это тот, в котором клиент может быстро решить свой вопрос. Мошенники были, есть и будут. Люди в Кыргызстане становятся более опытными, они начинают сомневаться в словах мошенников все больше. Сегодня в студии репортер KG Максим Калиниченко, директор департамента по клиентскому опыту и обслуживанию клиентов в М-банк. Эксперт с 21-летним управленческим опытом, человек, который отвечает за улучшение клиентского сервиса. Здравствуйте. Добрый день. Давайте поговорим, насколько остро стоит проблема сегодня мошеннических кредитов в Кыргызстане. Сейчас это больше как единичный случай или уже все-таки системная проблема? Владимир, во-первых, я благодарю за то, что вы пригласили меня выступить и ответить на ваши вопросы, потому что проблема мошенничества стоит в Кыргызстане сейчас достаточно остро. Еще несколько лет назад мы видели единичные случаи, которые происходили с клиентами различных банков, но в последние 2 года объем мошенничества и потерь среди клиентов банковской системы, к сожалению, увеличился в разы. С чем это связано? Связано в первую очередь с тем, что мошенники долгое время не рассматривали Кыргызстан как потенциальную страну для поиска своих жертв. После того, как в соседних странах стало понятно, что объемы мошенничества неуклонно снижаются, стала лучше информированность населения, например, в России, в Казахстане, банки начали предпринимать более жесткие меры на уровне как регулятора, так и своих собственных действий. Мошенники были вынуждены переключиться на страны, которые до этого считали не очень ценными для себя. Начиная с конца 2024 года, даже где-то с середины, конечно же, в Кыргызстане объем мошеннических действий, в первую очередь с кредитами, он значительно вырос. Однако в последнее время наблюдается устойчивая тенденция спада объема мошенничества в связи с тем, что государство принимает и приняло уже определенные важные меры, как на уровне регулятора, так и на уровне специальных служб. И кроме того, сами банки предприняли достаточно большой объем действий для того, чтобы сократить объем мошенничества с их клиентами. Скажите, какие схемы мошенничества с кредитами встречаются сейчас чаще всего? Кредиты – это, к сожалению, сейчас основной канал мошенничества. Кроме того, мошенники помимо кредитов работают еще и с несколькими другими формами денежных средств. Они, например, могут вывести депозитные средства, если они есть у клиента, деньги на текущих счетах, но учитывая, что у нас в стране люди не хранят достаточно большие суммы на балансах своих карт, на карточных счетах, конечно же, ключевая возможность получить еще больше денег – это взять мошеннический кредит. Схемы, по которым работают мошенники, многочисленны. Самое сейчас актуальное и распространенное – это звонок якобы от лица ГКНБ, или же той госструктуры, в которой человек работает, то есть мошенники знают, где работает жертва потенциальная, и убеждение клиента в том, что на его имя пытаются оформить кредит. Человек моментально
психологически, особенно те люди, которые подвержены внешнему влиянию и воздействию, попадают в ситуацию стресса. Он перестает холодно думать, он начинает очень сильно волноваться, переживать, и мошенники этим пользуются, и дальше уже вступают другие мошенники, то есть они всегда работают в группе, которые уже выступают якобы от лица Национального банка страны, хотя Национальный банк не работает с физическими клиентами и даже клиентами юридическими лицами, он никаким образом не связан. Но само название Национальный банк вызывает у людей какой-то, скорее всего, у клиентов, которые становятся жертвой, вызывает понимание, что это что-то на государственном уровне, значит, люди звонят важные, нужные, которым нужно верить, поскольку у нас доверие государственным органам, вы знаете, достаточно высокое. Поэтому якобы сотрудник Национального банка дальше дает указания, что нужно сделать, как, и мошенники либо получают доступ к аккаунту любого банка, клиенту которому они звонят, либо же они побуждают клиента самостоятельно взять кредит и перевести его уже на те реквизиты, которые они указывают. Давайте представим ситуацию, что человек узнает, что на его имя оформили кредит, хотя он никуда никогда не обращался. Что ему делать в первые часы, обращаясь в банк, и какие банк принимает меры для защиты? Когда клиент уже понимает и обращается к нам в контактный центр, уже поздно. Деньги выведь. Потому что мошенники действуют буквально за несколько минут. Их задача оформить кредит, получить его, быстро вывести. И к моменту, когда человек понимает, что он потерял какие-то деньги и обращается к нам, конечно, уже поздно. Но достаточно часто мы успеваем что-то предпринять. Я не могу рассказывать о тех мерах, которые мы делаем, но тем не менее сотрудники этого подразделения, которое встречает клиента, мы, кстати, сделали специально в IVR – это интерактивный голосовой помощник, который встречает клиента при звонке на номер 3333. Мы сделали специально кнопку 1, по которой можно сразу же попасть, минуя очередь, к операторам вот этого подразделения. И они смотрят, оценивают ситуацию, если необходимо, выполняют действия для того, чтобы помочь сохранить потенциально деньги клиента. А дальше идет целая цепочка действий, когда включаются различные департаменты банка, отвечающие за безопасность, информационную безопасность, за борьбу с мошенничеством. Кроме того, мы рекомендуем клиентам, разумеется, обращаться в правоохранительные органы для того, чтобы оформить заявление и предпринять попытку найти потерянные деньги. Что очень важно. 100% мошенников находятся за пределами Кыргызстана. Их самих, к сожалению, наши правоохранительные органы практически не найдут. Милиция работает с местными гражданами, с гражданами Кыргызстана, которые выступают в роли дроперов. Кто такой дропер? Это человек, который либо намеренно, зная, что он сейчас будет делать, либо не понимая того, что он будет сейчас заниматься правонарушением, он получает первую сумму денег и дальше начинает ее дробить. То есть дроппер от английского слова drop уменьшать, он начинает сумму небольшими какими-то частями выводить на другие счета. А там обычно могут сидеть еще дроперы, которые еще больше эту сумму дробят и выводят дальше. То есть таким образом мошенники пытаются замести следы и раздробить сумму на множество мелких транзакций с тем, чтобы ее было сложнее найти. Скажите, как банк верифицирует личность клиента при онлайн-заявке на кредит? Где самое уязвимое место в этой цепочке? Первый важный момент. Вход человека в приложение является для банка фактом его авторизации и верификации. Когда вы первый раз входите в приложение, вы проходите очень сложный процесс видеоидентификации. Он иногда настолько сложный, что некоторые клиенты к нам даже обращаются и говорят: я не могу пройти. Система меня не распознает, потому что очень важно иметь правильное освещение, правильный угол лица, четко выполнять те инструкции, которые система просит для того, чтобы произошла сверка лица. А после входа
Для нас требуется только верификация в момент, когда вы вновь заходите в приложение. Это либо ваш код, который вы сами устанавливаете в приложении, либо биометрические данные, то есть отпечаток вашего пальца. И в приложении вы можете оформить кредит до 200 тысяч сомов удаленно. Вам не требуется ничего до уровня этой суммы. Несколько важных моментов. Даже если вы оформили удаленно через приложение кредит в 200 тысяч сомов, не факт, что вы его получите. Потому что для определенных сумм мы совершаем обязательно подтверждающий звонок. И если вы не отвечаете на звонок, или же при звонке говорите о том, что я не оформлял этот кредит, заявка аннулируется. Опять это делает специальное подразделение внутри контактного центра, которое специально было для этого создано, с тем, чтобы соблюсти новую государственную норму по периоду охлаждения на выдачу кредитов. Вы знаете, что как раз после того, как шквал мошенничества пошел, был введен так называемый период охлаждения. Для разных сумм он разный. И за это время мы должны обзвонить всех клиентов, которые подали заявки, и подтвердить, что это именно он ее сознательно подал. Следующий барьер – это большие суммы. Если вы хотите получить уже 201 тысячу сомов, то вам нужно прийти ногами в офис. Даже если вам эта сумма была одобрена, не знаю, например, 300, 500 тысяч одобрена в приложении, вы деньги там не получите. Вы должны обязательно прийти в офис, где вы должны заполнить все документы. В любом случае, вся цепочка ошибочных действий, которые клиенты совершают, она совершается только ими. Само приложение и сами деньги клиента, они максимально защищены. Скажите, а как банк борется с тем, когда клиент сам становится соучастником и берет кредит на себя по просьбе третьих лиц, не понимая последствий? Опять-таки, период охлаждения. От 100 тысяч до 200 невозможно получить кредит без подтверждения со стороны банка. Но мы по своей инициативе взяли на себя дополнительные обязательства, и мы звоним клиентам даже на меньшие суммы. К сожалению, самостоятельное оформление кредита, да в принципе, как и через передачу доступа в приложение, оно никаким образом не оправдывает клиента и не позволяет ему претендовать на возврат этих денежных средств. Пострадавшие от мошенничества сами совершают ряд ошибок, которые приводят к тому, что они теряют свои деньги. Вот это вот очень важно понимать. Банк со своей стороны сделал все возможные действия для того, чтобы человек получил кредит только в том случае, если он действительно хочет его получить сам. Получение кредита, если это офлайн кредит, полученный в офисе наличными деньгами или же, например, переводом на карту, или же даже в приложении, опять-таки не говорит о том, что деньги могут быть украдены, если человек сам этот кредит взял. Куда дальше человек потратил? Это вопрос, конечно же, к нему. Потому что в таких случаях обычно мы видим, что люди хотят очень легкого заработка. Это обычно обещание от мошенников получить большую прибыль от якобы покупки акций, какие-то азартные игры под видом азартных игр, да, вложи, например, сейчас 100 тысяч, онлайн-казино и так далее, мы тебе вернем 200. По факту люди здесь добровольно отдают эти деньги. И в этих случаях, к сожалению, банк не готов идти каким-то образом навстречу клиенту. Если мошенничество все же произошло, как несет финансовую ответственность? Вернее, кто несет финансовую ответственность? Банк, клиент или оба? Как это решается в целом на практике? Если будет хоть один доказанный факт того, что мошенники обошли системы безопасности банка, то в этом случае, несомненно, банк будет нести разделенную ответственность с клиентом. Таких случаев нет и не зафиксировано. Поэтому во всех тех случаях, с которыми я лично имел дело, я являюсь председателем той самой комиссии, которая рассматривает все клиентские обращения по мошенничеству, мы видим, что здесь ответственность лежит исключительно на самом клиенте. Либо он предоставил доступ, либо он взял деньги, как вы приводили пример буквально пару вопросов назад, и добровольно их перевел мошенник.
Да, мы прекрасно понимаем, что он, возможно, в этот момент был под психологическим воздействием. Да, мы прекрасно понимаем, что все мы люди. Я сам человек, я сам могу в какой-то момент времени плохо соображать, принимать неправильные решения. Но эта ответственность лежит, к сожалению, большому на мне. Клиентоцентричность. Что это означает конкретно в Мбанк? Какие решения были приняты в последний год именно ради клиента, а не ради операционной эффективности? Для меня, как для эксперта, клиентоцентричность – это не просто какой-то громкий термин. Я сам познакомился с этим термином, я думаю, около 10 лет назад, потому что компании, в которых я работал, начали смотреть именно на понятие того, что клиент должен стоять в центре всех операций, которые бизнес делает, примерно где-то лет 10 назад, не больше. Хотя самому термину около 20 лет. Клиентоцентричность для меня лично, как для директора департамента, который как раз отвечает за клиентский опыт и клиентское обслуживание, означает нетерпимость внутри любой организации, в которой я работаю, к тому, что вызывает у клиента определенные трудности, сложности и может заставить его больше не быть с тем бизнесом, в котором он обслуживался. Но это идеальная картинка. Реальность такова, что, как и любой коммерческий бизнес, мы балансируем между тем, что мы готовы клиенту дать, и что позволит нам зарабатывать деньги. Вот это очень важное обстоятельство. Не может быть клиентоцентричности, которая направлена на то, чтобы все клиенту абсолютно нравилось. Что понравится, например, нашему клиенту? Нулевые комиссии, отсутствие, не знаю, там, например, платежей за перевод денег в другой банк, да, или же что-либо еще. Ему понравятся депозиты со 100% ставкой, да, кредиты с нулевой ставкой и так далее. Клиент будет очень доволен. Но долго ли просуществует бизнес, который будет работать на таких условиях? Конечно же нет, просто потому, что этот бизнес разорится. Клиентоцентричность – это баланс, повторюсь, между тем, что мы готовы дать для клиента, и между тем, что он готов дать нам. И вот соблюдение этого баланса – это как раз-таки очень важное умение любого коммерческого бизнеса. Для нас прекрасный клиентский опыт – это тот, в котором клиент может быстро решить свой вопрос. И одним из главных улучшений клиентского опыта является внедрение искусственного интеллекта в обслуживании клиентов. В текущий момент искусственный интеллект работает на чатах. Есть чат-бот, который развивается, который направлен на то, чтобы распознавать клиентский вопрос и давать ему максимальный ответ без участия человека. В чем выигрыш для клиента? Он получает намного быстрее ответ на проблему, которая у него есть. Для бизнеса с точки зрения операционных расходов, конечно же, это возможность не увеличивать контактный центр до огромного объема. Почему? Потому что с количеством нашей клиентской базы и с количеством вопросов, которые у клиентов возникают, нам нужен просто колоссальный контактный центр. Мы сейчас не останавливаемся на достигнутом, мы сейчас думаем о внедрении искусственного интеллекта и на голосовых звонках, и, конечно же, улучшаем мы текущий чат-бот, давая ему все больше возможностей находить информацию и отвечать клиенту на его прямой вопрос. Например, самый частый вопрос при обращении в чаты был: куда исчезли мои деньги с баланса, да? К большому сожалению, нам, людям, свойственно не читать договора с компаниями, с которыми мы заключаем их, да, мы их просто подписываем, либо электронно, мы не знакомимся с публичной офертой, например, и потом задаемся вопрос. А все может быть банально просто. У вас произошло годовое списание за обслуживание вашей карты или карточного счета.
люди не понимают, задают вопрос, и наш чат-бот, например, может выдать им последние 5 транзакций и сказать: у тебя было списание, не знаю, там за проезд в автотранспорте, за там, перевод денег тому-то, оплата в кафе таком-то, и, например, было 500 сом списано за годовое обслуживание карты. Второй пример – это отсутствие необходимости приходить в офис или даже звонить и писать в контактный центр. Теперь в приложении вы можете подать жалобу, претензию по широкому спектру тематик. Вы просто заходите, выбираете соответствующий пункт, описываете, что у вас случилось, отправляете жалобу, она моментально поступает в очередь и начинает отрабатываться людьми в банке с тем, чтобы решить конкретно вашу претензию. Вы сказали, что обучаете искусственный интеллект. А реальных сотрудников, как вы обучаете их работать с клиентом, который пришел с проблемой мошенничества, он в таком напуганном состоянии, в агрессивном, растерянный? Во-первых, когда человек приходит работать в банк на сервис, он проходит начальное обучение. Оно длится в течение 2 недель. Человеку рассказывают про системы, про процессы, про процедуры, как поступать в тех или иных случаях. Потом к человеку закрепляется обязательно наставник. Тот опытный сотрудник, который ему помогает в ситуации, если все-таки человек что-то забыл, что-то не помнит, не понимает, как поступить при том или ином обращении клиента. В дальнейшем происходит еще несколько раундов обучения. У нас есть тренинги, которые, например, направлены на оттачивание навыков эффективного обслуживания клиентов. Есть тренинги, которые направлены на оттачивание навыков эмоциональной компетентности, когда мы учим людей правильно реагировать на раздраженных, нервных клиентов, волнующихся, ругающихся. Но, конечно, мы никогда не позволяем клиентам вести себя таким образом, когда они оскорбляют сотрудника или же унижают его. Мы говорим всегда, если клиент говорит: ну вот Мбанк почему вот сделал то-то, то-то, вот Мбанк такой-то, сякой-то, это нормально. Это реакция человека на что-либо. Но когда он переходит к грани и начинает говорить тебе: да ты такой-то, я не буду сейчас употреблять те слова, которые мы слышим в эфире, да, и в записях, у нас все записи хранятся, которые унижают и оскорбляют нашего сотрудника, мы даем ему право завершить этот диалог. Я надеюсь, наша беседа будет очень полезна нашим зрителям и читателям, и они смогут сделать правильные выводы, как обезопасить свои средства и накопления, кредитные средства в банке. Вот в завершении хотелось бы, чтобы вы посоветовали, как дали, так сказать, 3 простых правила, которые защитят от кредитных мошенников. Первое, что я хотел бы сказать нашим зрителям. Мошенничество было всегда. Оно было много веков назад. Оно просто имело другие формы. Оно было 10 лет назад, 2 года, и есть сейчас, и будет дальше. Всегда найдутся люди, которые захотят заработать на горе других людей, на ошибках других людей. И важно помнить, что объем мошенничества в мире, к сожалению, растет. Количество мошеннических контакт-центров в отдельных странах просто зашкаливает. Мьянма, другие страны, где нестабильная политическая обстановка. Это рай для мошеннических контакт-центров. Туда ищут людей, говорящих на разных языках, которые звонят в разные страны, которые всеми способами пытаются не только в Кыргызстане получить какие-то легкие деньги, но и в любых других странах. Я помню даже историю, немного отвлекусь. Я только-только прилетел в Сингапур, это было, по-моему, в прошлом году. Взял местную сим-карту, поскольку планировал там быть
около недели, мне нужен был интернет. Буквально через день мне раздается звонок, где мне на хорошем английском начинают рассказывать, что ваш номер не зарегистрирован, вам срочно нужно его зарегистрировать, это звонят из полиции и так далее, и так далее. Я, разумеется, повесил трубку, поскольку мне стало понятно, что это мошенники. Я буквально там через час оказался у своего отеля, зашел в этот магазин, показал номер, рассказал, они говорят, это мошенники, 100%. Просто я хочу, чтобы вы понимали, что Сингапур очень экономически благополучное государство, в котором, как вы видите, тоже процветают мошеннические схемы. Так вот, первое, помнить о том, что мошенники были, есть и будут. И только наше собственное умение противостоять их действиям может нас спасти от потери денег. Совет первый. Помнить о том, что никакие государственные органы не звонят по вопросам кредитов. Ни ГКНБ, ни Национальный банк, ни Министерство финансов, ни кто-либо еще. Второе. Номер звонящего. Если это просто номер, вы сняли трубку, неважно, мало того, что не следует отвечать на номера других государств, например, могут звонить из Украины, могут звонить из России, из Казахстана, очень часто британские номера стоят плюс 44 и так далее. Отвечайте, может быть, это какой-то важный звонок, особенно если ваша работа связана с международными отношениями. Но вам никогда не будут звонить оттуда сотрудники государственных органов или банков Кыргызстана. Помните об этом. Это сразу же должно вас насторожить. Третье. Не поддавайтесь манипуляциям, которые мошенники оказывают. Очень часто вам будут говорить: срочно, быстрее, нужно спасти ваши деньги и так далее, и так далее. Мошенники будут делать все для того, чтобы вас ввести в состояние сильного стресса. Потому что в состоянии сильного стресса вы легко управляемы, вами можно легко манипулировать. Повесьте трубку, игнорируйте эти звонки, позвоните в ваш банк, спросите, что происходит, действительно ли на мое имя пытаются оформить кредит. Сотрудник банка вам подтвердит, но важно, чтобы вы позвонили и задали этот вопрос, потому что тогда вы будете убеждены, что вы действительно позвонили в свой банк, где отвечают сотрудники, официально работающие в этом банке, а не некие люди, которые представляются этими сотрудниками. Банк звонит только для того, чтобы подтвердить тот кредит, который вы оформили. Да, вот в этот период охлаждения. Да, вы можете ответить на этот звонок и подтвердить. Да, я его беру. Но это всегда звонок с официального номера, который у всех мобильных операторов высвечивается так, как банк его позиционирует на своем сайте, в социальных сетях и так далее. Помните, что ваша безопасность, она исключительно в ваших руках. Холодный рассудок, посоветоваться с кем-нибудь из своего окружения и совершить звонок в банк для того, чтобы сказать, действительно ли все в порядке с моими деньгами. И помнить о том, что никакой госорган не звонит по вопросам кредитов или каких-то иных хождений по вашим банковским счетам. Вот это самые базовые действия, которые нужно предпринять, когда вы получаете подобный звонок, сообщение, неважно, что, каким образом мошенники пытаются с вами связаться. Большое спасибо за интервью, Спасибо, что пригласили. за советы. Я думаю, люди услышат. Я вижу, что люди в Кыргызстане становятся более опытными, они начинают сомневаться в словах мошенников все больше, но, к сожалению, случаи, когда отдельные клиенты банков подвергаются мошенническому воздействию, они продолжают еще существовать, поэтому нужно быть как можно более аккуратным. Я был рад осветить эту тему и надеюсь, что она поможет всем тем, кто будет читать и смотреть это интервью. Мы внесли свои лепты. Спасибо.